В этом году Евразийская музыкальная премия, она уже 5-я. То есть у нас такой маленький юбилейчик, да? Потому что первые премии, они вообще как зарождаются премии. Сидят умные люди и говорят, ну нужно награждать наших артистов. Если это организовывает канал, допустим, вот один, одного продюсерского центра, скажем так, да, то все награды получают те, кто в этом продюсерском центре состоят. Если это организует музыкальный канал другой, то все награды получают те, кто на этом канале ротировались, либо кто дружит с генеральными директорами, продюсерами и прочее. Простите, а вот есть артисты, которые независимо, они дружат со всеми. И вот они такие сидят и говорят, а позвольте, как так, да? Поэтому и появилась вот эта премия евразийская, именно чтобы объединять и награждать тех, кто действительно работал. Тех, кто действительно заслужен, тех, кто действительно должен получать эти статуэтки. Главным было на ЕМЭ это охват артистов, которые как раз таки представляют Казахстан где-либо. Потому что для нас очень важно на этой премии, если в том году мы выводили, наоборот, новые имена, 91 вышли у нас на сцену первый раз, то касательно этого года, то в этом году у нас премия будет уже она такая более под маркой Made in Kazakhstan, потому что мы хотим, чтобы в этом году у нас были только сильнейшие топовые артисты Казахстана. То есть, я говорю, у нас в этом году мы будем, все наши идеи, они будут такие творческие, мы будем придумывать что-то такое, чтобы, ну, во-первых, заинтересовать, во-вторых, чтобы это было действительно вкусно, ну и в-третьих, сама премия, концерт, премия идет 3,5 часа. Это не дворец республики, где ты сидишь на мягком кресле и можешь, в принципе, так вот. Нет, это open air, это под открытым небом, и 3,5 часа это надо либо колбаситься, либо просто вот так стоять и флажочком махать, но это невозможно. Поэтому мы хотим, чтобы именно у нас настроение, да, выступающих, то есть у нас вначале идут там топовый, то есть кто такой, то мы скачем, потом раз мы отдыхаем, удивляемся, опять скачем. И вот мы вот таким образом 3,5 часа у нас настроение будет меняться. И в этом году действительно будет очень тяжелая борьба, я уже это вижу, потому что я смотрю каждый день, я смотрю рейтинги, я смотрю, как голосуют, за кого голосуют. У нас бывают моменты, да, вот иногда нас обвиняют в том, что вот у вас там можно накрутить артистов. Но извините, если я ухожу с работы в пятницу, я смотрю рейтинг 12,2, и прихожу в субботу утром, допустим, или в обед, и я вижу рейтинг 37,7, я понимаю, что за ночь не могли просто проснуться 350 тысяч человек и дружно начать голосовать. Нет, естественно, вот эти факты мы сразу же убираем, чтобы не было никаких накруток. И те, кто действительно у нас лидеры, скажем так, да, лидеры голосования, то есть народные любимцы, это естественно группа 91. В этом году они просто рвут все рейтинги. То есть это прорыв года, это однозначно большой прорыв музыкального года. Он у нас отмечается, как-то мы его так вот поделили для себя, да, с августа по август, либо с сентября по сентябрь. Премия у нас проходит в сентябре, поэтому мы, сюда месяц мы тоже берем. Но то, что 91 это действительно прорыв, это естественно. Да? Кроме того, у нас в прорывниках меня в этом году порадовали группы. Это Алау, это Алем Бенд, группа Рензо. То есть такие мальчиковые группы с очень качественным материалом. Вот они действительно порадовали, потому что у нас в основном же girls band, у нас как бы вот среди бойс-бендов, появилась группа, там раз, 1, 2, 3, все. Потом пошло дуэты. Сейчас опять, например, идут очень много именно мальчиковых групп, и это здорово, как меня радует. Кроме того, наша премия отличается тем, что мы не выдаем премии только тем, кто зашел на ротацию на канал, например, да, или тот, кто проплатил ротацию там, на 2 года и такой сидит, ой, мне сейчас статуэтку дадут. Нет, абсолютно. То есть ротация и статуэтка это разные вещи. Народная любовь и статуэтка, вот это вот одно. Поэтому мы отслеживаем именно вот эти вещи, чтобы не было таких вот разговоров, да, о том, что зайди на ротацию, получи статуэтку. Нет, у нас есть те, кто получали статуэтки, не являясь даже, то есть не ротировались на нашем канале. Почему? Потому что, если их любят, мы ничего сделать не можем. Кроме того, в отличие от других премий, других телеканалов, допустим, да, музыкальных, мы награждаем, поощряем еще и аранжировщиков, композиторов. То есть людей, которые как раз таки работают. Мы смотрим видео работы, мы смотрим клипы, мы оцениваем именно всю музыкальную индустрию.
И это здорово, потому что мы не забываем про тех, кто, как говорится, за кадром остается, да? Кто работает как раз-таки над выпуском этой песни, то есть песенники, композиторы. Любимцев назвать, ну, наверное, нет, потому что я являюсь генеральным продюсером всей премии. Мне нельзя, допустим, там говорить, что я люблю вот этого исполнителя, вот этого. Я с ними, во-первых, со всеми знаком, я со всеми близко общаюсь, я дружу, да, с артистами. И когда бывает так, что они обижаются. Вот когда у нас вот вначале заходят, у нас может быть до 18 номинантов, потом мы выбираем шестерку, и вот за шестерки уже мы выбираем тройку. Вначале это голосование на сайте, потом идет голосование СМС, и только потом идет уже из тройки выбирается жюри, и жюри выбирает как раз таки, кто проходит той или иной номинации. У прорывников вообще ситуация очень странная, потому что если Найчон у нас это просто бешеный лидер, мы можем забрать все проценты всех остальных, сложить, и будет процент на эти. Да? Я понимаю почему. Потому что их именно вот эта вот фанатская армия, она превыше, наверное, с ней могла сравниться только армия Кайрат Нуртаса. То есть это вот прям действительно, просто у Кайрат Нуртаса постарше, скажем так, да, девочки и мальчики, которые там вот, они вот любят, потом они разлюбили, их бросили, и вот под песню Кайрата они вот все. Кайрат – это любовь на всю жизнь. То Найти Ван – это молодые, это веселые, это энергичные, и причем мне очень нравится, что это патриотичные. Это действительно казахстанский продукт. Что бы там ни говорили о том, что вот это вот не наше, почему мы должны их любить, да это 100% на наше. Пацаны не поют на английском, пацаны поют на казахском. Просто у нас привыкли, что казахская песня должна быть вот такая. Вот так вот стоять, и вот и все, и петь, да? Нет, казахские песни можно петь и вот так, вот так, и вот так, вот так. И это меня радует, потому что в свое время группа Орда, когда зашла, именно появилась на небосклоне, скажем так, казахстанская эстрада, да, все тоже говорили, ой, кто это? Ну-ка. А сейчас, извините, даже от 40 лет они выходят на стадионе и зажигают просто всех. От 15 до 30 танцуют все. Среди нынешних номинантов, в плане того, что кто возьмет статуэтку «Прорыв», да. Прорыв года, здесь очень сложно сказать, потому что в шестерку однозначно пролетает как лидер это Найти Ван. После шестерки все будет зависеть от того, как будут отдавать СМС голоса за них, потому что СМСки порой меняют вообще всю картину. То есть группа сидит и говорит, допустим, да, прорывники или там певец, ну все, я в шестерке, меня сейчас выберут, я же лидер, и ничего не делает. А представьте, за него перестают давать СМС, а СМС уходит за кого-то. И уже когда шестерка, тройка определяется уже на последней неделе, мы уже начинаем отсматривать уже сколько за кого, что, как. Я понимаю, что картина резко может поменяться. Поэтому я рекомендую, если вы любите своего артиста, отправляйте СМС, голосуйте, отдавайте свои голоса, продолжайте. Не так, что я же один раз голос отдал, все, его уже должны принять. Нет, нет, нет. Тут именно нужно доказывать свою любовь, и артисты должны это сами понимать. Поэтому, ну, я надеюсь, что группа Найти Ван у нас все-таки станет лидером. Точнее, не надеюсь, я желаю ей этого. Однако сказать не могу вообще ничего до августа месяца. Там уже вот в августе будет известно, кто что заслужил, кто что получит и что вообще будет. Поэтому я желаю группе Найти Ван только, чтобы их болельщики, их фанаты продолжали любить свою группу и продолжали отдавать за них голоса. Ребята нуждаются в ваших голосах вплоть до последнего дня, до Евразийской музыкальной премии EMA 2016.